В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И в этом выпуске. В Якутии готовятся к падению фрагментов ракетоносителя «Союз-2». Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Тампонском районе. ковид распространяется внутрисемейными контактами. Самый северный район Якутии, Анабарский Улус, отмечает 95-летие. 18 декабря с космодрома «Восточный» запланирован старт ракетоносителя «Союз-2» с космическими аппаратами на борту. В нашем регионе ведутся работы на основании соглашения о сотрудничестве между Якутией и государственной корпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасности на трассе запуска космических аппаратов. На сегодняшний день проверена готовность служб, отвечающих за безопасность в районах, расположенных по трассе запуска. Информация о старте ракетоносителя доведена до населения. На сегодняшний день определены ответственные по оперативному взаимодействию на период проведения пусков ракеты на носителей. Сформированы группы спасателей по обеспечению безопасности в Алданском и Кобяйском районах. Группы полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием, а также с средствами связи. 205 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. 36 из них носители. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба. В столице республики 95 случаев. Наибольший прирост числа заболевших наблюдается в Алданском и Нерюнгринском районах. Власти отметили, что там необходимо усилить меры санитарной безопасности. Продолжается выявляться в большом количестве, больше 10 случаев в Нерюнгринском и Алданском районе. И, соответственно, сегодня у нас среди районов, которые ранее не давали такого большого количества случаев, выявился Амгинский район, в котором, так же как и в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, выявилось по 7 случаев. Особое внимание я бы хотела обратить и жителей, и органов власти на Тампонский Улус район, в котором выявлено достаточное количество сегодня случаев. Необходимо, соответственно, как усилить меры санитарной безопасности, так и, соответственно, нами даны указания по усилению, в том числе, оказания медицинской помощи. В Якутию поступили 300 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Предназначается она для медицинских работников. Процедура добровольная, сообщает пресс-служба Минздрава. Отметим, что первая партия вакцины в количестве 42 штук прибыла в регион в середине сентября. Тогда ее получили медработники, работающие непосредственно с больными COVID-19. Вакцинацию проводят двукратно с интервалом в 21 день. Как написано в инструкции вакцины, первые 2 дня может быть гриппоподобное состояние у человека. Это может повышение температуры тела, озноб, миалгия, артралгия. Но это побочные действия проходят через 1-2 дня. Активистов движения «Мы вместе» наградили сегодня в Вилюйском районе. Она стартовала с марта этого года во всех муниципальных образованиях. В Вилюйском районе ряды добровольцев пополнили 158 человек и отработали свыше 1000 заявок. Волонтеры оказывали помощь в покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Сегодня активистам вручили учрежденные президентом Владимиром Путиным медали за вклад. Доброволец вообще это человек, который делает добро по своей инициативе. Наша организация ежемесячно делает помощь социальную. Это продуктовые наборы для пенсионеров. У нас идет по месяцам. То есть 1 месяц это пенсионеры, другой месяц это многодетные, а 3-й месяц это нуждающиеся. Мы специально знаем. Вилюйск маленький, поэтому мы знаем примерно, кто действительно нуждается в такой помощи. И мы собираем продуктовую корзину и сами доставляем все до адреса. Новую больницу планируют построить в Усть-Майском районе Якутии к 2023 году. Здание возведут в рамках укрепления материально-технической базы медицинских организаций первичного звена здравоохранения. Это произойдет с учетом замены зданий высокой степени износа. В учреждении будет стационар на 45 коек, поликлиника на 104 посещения в смену. Все отделения, тубдиспансер, гараж и другие больничные службы. Кроме того, подали заявку на строительство врачебных амбулаторий с круглосуточным койко-местами в Ильдикане и Солнечном, а также фельдшерско-акушерских пунктов в селах Петропавловск, Усть-Миль и Белькаче.
Авиакомпания «Якутия» и Мегино-Кангаласский район подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Главной целью документа станет консолидация ресурсов и усилий, направленных на развитие района. Также сегодня на территории международного аэропорта Якутск провели церемонию национального благословения «Алгыз» самолета авиакомпании «Якутия» «Сухой Суперджет-100». Он носит имя национального героя Василия Манчары. Сегодня мы подписали соглашение с администрацией Мегино-Кангаласского улуса о сотрудничестве. В наших целях работа по профориентационной работе с населением, с нашими выпускниками школ для привлечения в отрасль авиации Республики Саха-Якутия. Сегодня провели «Алгыз» воздушного судна «Суперджет-100», названо именем легендарного героя народов Саха Василия Манчары. Без малого 30 человек смогли принять участие в программе по организации общественных работ в сельской местности. Не меньше интерес вызывает и новая программа по снижению напряженности на рынке труда. Подробнее о программах Елена Фаст. 2020 год выдался непростым. Именно в этот период работа Центра занятости населения стала востребованной еще больше. Особое внимание уделено сельскому населению. Так, одна из программ общественной работы в сельской местности очень востребована. Очень эффективно, я думаю, очень хорошие работы велись. То есть, получается, и по сельскому, в основном уже по сельскому хозяйству, и индивидуальным предпринимателям, которым явно нужна поддержка. Один из постоянных участников программы – ООО «Кладовая Алекмы». В этом году мы построили за счет центра занятости, не за счет центра занятости, а за счет работников, да, 13 километров. Это у нас изгороди, это у нас 10 километров от Алекминского отделения и 3 километра Инкютское отделение. А так мы привлекаем людей не только на огораживание, у нас также проводятся работы как скотники, как объездчики, как рабочие, привлекаем людей. В общей сложности за 2020 год в общественных работах приняло участие 27 человек. Центр занятости заключил 6 договоров на проведение общественных работ в сельской местности. Не менее востребованной стала еще одна программа, цель которой – снижение напряженности на рынке труда. Заключается на 2 месяца договора с организациями, да. И там, получается, не только безработные, но и ищущие граждане могут участвовать в этой программе. Такое возмещение затрат на зарплату очень удобно обеим сторонам. Соискатель получает выплаты за определенную работу, организация возмещения. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Анабарский район отмечает 90-летие со дня образования. Юбилейные мероприятия из-за пандемии коронавируса перенесены на следующий год. С какими показателями встречает юбилей самый северный арктический район республики? В материале Дмитрия Тымырова. Анабарский район был основан в далеком 1930 году постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполкома как территория расселения малых народностей с севера в составе Якутской АСР. Документ был подписан 10 декабря, и сегодня ему исполняется ровно 90 лет. 90-летию юбилея Анабарского национального Долганово-Инкийского района мы встречаем определенными успехами. Это и в строительном комплексе, вообще по благоустройству поселков, по развитию местного производства. Действительно, сегодня Анабарский район – это интенсивно развивающаяся территория, принявшая все достижения новой эпохи, традиционный уклад жизни северных народов, их обряды и культурные ценности здесь органично сосуществуют с техническим прогрессом. Если говорить конкретно, да, Анабарский район впервые участвует в программе переселения. Мы начинаем строить многоквартирные дома в поселках. Проводится реконструкция этнокультурного центра «Алмаз» в село Соскалах. Строим 2 котельные. Помимо этого, большая работа ведется по поддержке местного населения, например, по привлечению молодых кадров. Также улус гордится тем, что они занимают 3-е место по поголовью оленей в регионе. Этот вид животноводства здесь получает поддержку как со стороны республиканских властей, так и со стороны муниципалитета. В рамках юбилейных мероприятий жителей Анабарского района в формате видеоконференц-связи поздравили и региональные власти. Еще раз, Иван Иванович, с юбилейной датой. Желаю вам сохранить
энергию, быть мудрым руководителем и вести за собой жителей муниципального района. Жителям предлагаю сплотиться вокруг руководства муниципального района и, конечно же, претворять те программы и планы, которые мы вместе с вами сегодня реализуем. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, все праздничные мероприятия перенесены ориентировочно на март. Юбилей района планируют провести в день весеннего равноденствия. Дмитрий Тымыров, Джустан Иннокентьев, Якутск. В селе Кэрдэм Хангаласского района завершается первый этап реставрации старинного храма. Николаевская церковь была построена в 1892 году. Уникальный объект чудом сохранился до наших дней. Как проходит реставрация, узнала Виолетта Засимова. Николаевская церковь по прямому назначению использовалась до 1920 года. С установлением советской власти здание церкви отдали под избу-читальню. Затем здесь разместился сельский клуб. Потом и вовсе стали селить студентов, отправленных на картошку. Пока, наконец, церковь не стала объектом историко-этнографического музейного комплекса «Самартай». Сейчас церковь является объектом культурного наследия регионального значения. В начале этого года стало известно, что в рамках празднования столетия Якутской ССР на реставрацию Николаевской церкви из федерального бюджета выделят средства в размере 30 миллионов рублей. Но тут очень важную роль сыграл тогдашний директор музея комплекса Захаров Роберт Константинович. Очень большая его роль, заслуга в этом есть. Он как бы уже настоял на реставрационную работу, ходил в этот департамент. Вначале здание полностью демонтировали, укрепили фундамент. При обратной сборке заменили прогнившие бревна на новые. Сейчас завершается установка крыши. Ну, с виду как бы нормально было, да? А так, когда разобрали, вот где грунт соприкасается с деревом, там и всего пострадало. Прогнило, да? Да, прогнило. Второй этап и завершение реставрационных работ запланированы на 2021 год. После реставрации церковь так и останется объектом музейного комплекса «Самартай». Но и рассматривается вариант возвращения к истокам. Возможно, восстановленная Николаевская церковь сможет привлечь внимание православных туристов и стать местом их паломничества. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.